Начинается сход граждан со вступительного слова главы республики. Юнузбек Евкуров настоятельно рекомендует местным властям каждый месяц проводить сход граждан и обсуждать на нем насущные вопросы всего села. Именно те, что можно решить на местном уровне. Люди должны знать, какие вопросы будут обсуждаться в апреле, в мае, в июне, в июле. Каждый месяц сход и какие вопросы. Если вы один раз в месяц этого не делаете, вы всегда будете искать там, когда там, глава приедет или когда там кто-то большой начальник приедет. И на этот сход один раз в месяц вы там пишете, юрта, глава села или глава района. Те вопросы, которые село, глава сам не может решить, он обращается к главе района, обращается к главе администрации через главу района. И мы присылаем вам сюда тогда министра, руководителя, который должен ответить в масштабах уже села на уровне республики на ваши вопросы, дать ответ. Недовольство, наболевшие проблемы и капля надежды. Для жителей села этот сход граждан своего рода тет-а-тет с властью республики. У каждого сидящего в зале целый список проблем, которые требуют, по их мнению, незамедлительного решения. И первый вопрос к Юнузбеку Евкурову. Почему люди не могут спокойно и без нервов оплатить за потребленный газ? В офисах газовой службы уже традиция стоять в огромных очередях. Неужели эту проблему невозможно решить? Интересуются жители. На вопрос отвечает директор филиала «Газпрома» в Ингушетии. Однако таким ответом глава республики остался неудовлетворен. Оплачивать за газ не обязательно идти в наши абонентские пункты. Да. Для этого существует много различных способов, начиная от оплаты на почте, заканчивая банкоматами, которые расположены, как и почтовое отделение в каждом населенном пункте, а также терминалы наших платежных агентов. Зайдите там, где вот эта очередь стоит, где люди стоят, и попробуйте там им объяснить, что вы сюда пришли, когда можно это сделать по телефону, как ты сейчас сказал, можно сидя дома сделать, через компьютер. Там попробуй это людям объяснить. Вот давай так, это вот сейчас человек сказал свою проблему, а это в каждом селе это проблема. И в каждом селе эти вопросы задают. А ты сказал, что все нормально. Ну, сейчас они услышали, что все нормально. Ну, а сейчас они отсюда пойдут или завтра пойдут. У нас в селе сейчас, в том числе по вашей вине, это происходит, потому что не созданы условия, не созданы удобства для людей. Должны были заплатить за январь-март 16 миллионов 600 тысяч рублей, заплатили 2 миллиона 600 тысяч. 15,9%, ну 16% заплатили всего. А те, кто не заплатил, они что, думают, что они освобождены от всего, что ли? Это раз. Долг общий села. Сколько у нас там? 115 миллионов рублей. Хуран Кусиев обращается к главе республики с просьбой построить больницу. Ездить в соседнее село на лечение весьма накладно. Таганы şu an больницеге дождь удастся, в плане ломи, она удастся пока возможность. Изучить в этом деятельности амбулатории, общие стационарные больницы, конечно, долгостая, тоёртая, якой матик халарити, якой худел, нага, парад худел. В тягачу больнице самот маркетинг. Поэтому там посмотрите, мы сейчас юрта глава района Хаджали, земля тут, и как атия, а вот где для цивиль, вот это решение принять надо. Один из жителей обратился к главе Ингушетии с убедительной просьбой приезжать в село как можно чаще, потому как буквально вчера заменили лампы на столбах, а сегодня и вовсе стали укладывать асфальт. Ну, я как самое дальше, она что позывая за волки, аж поскольку ты гаешь, можно забирать гучи, аж как хацуваш.
Пожалуй, самый наболевший и острый вопрос связан с распространением среди молодежи психотропного препарата «Лирика», которое, как известно, не относится к наркотическим веществам. Поэтому самое большее наказание, которое грозит торговцам, если и поймают с поличным, штраф в размере 500 рублей. Не то, что свои проблемы. По всей стране в Госдуме есть проблемы. По закону к наркотическим веществам придавлены ханьясы шамаш. Да. Закон принять дядихацию, принять закон дядихацию принять. Нет, мы свой по предложению, вы депутаты, в Москве, по Госдуме закон принятия именно ЖИЕ, там не только лирика, приравнять к наркотическим средствам, там вы свободным доступом отпек ее прижал, хамажи, Госдуме закон принятия, дух хамажи, дух таблетка, чуть-чуть даяга свободу продаж, побьетесь. Жители отмечают, что такой открытый диалог власти с народом – это, пожалуй, самая верная возможность в кратчайшие сроки решить наболевшие проблемы. В основном жители сельского поселения Далакова сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие дорог, тротуара на проезжей части. Да. Мне кажется, что мы решили очень важные вопросы. Это у нас вопрос газа, света. Когда свет отключается, нету воды, земельные вопросы решались. Этот сход необходим. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас мог задать свои вопросы, получить на эти вопросы ответ от самого главы нашей республики. Всего в Далаково проживает около 7 тысяч жителей, и проблем здесь немало. На все сегодняшние обращения жителей Юнусбек Евкуров местным властям дал 10-дневный срок, чтобы разобраться и доложить ему лично. Также глава отметил, если бы на местном уровне чаще проводили сходы граждан, то и вопросов, связанных, например, с плохим освещением улиц, было бы гораздо меньше. Светлана Томова, Магомед Урусханов, Магомед Дедигов. Новости 24.